Вы смотрите программу «Интервью», с вами Юлия Краснова. Когда жизнь проверяет на прочность, не каждый выдерживает, но есть те, кто после сложных испытаний сам становится опорой для других. У нас в гостях ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Тимур Кусербаев. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Вы профессиональный спасатель, учились в колледже МЧС. 2022 год. Мобилизация, частичная мобилизация, повестка. Вот какие первые ваши эмоции, какие ощущения, как это было? Если честно, тогда вообще не было понимания, что происходит, но я знал одно, то, что я должен по ней явиться. Почему-то вспоминал тогда подвиг наших дедов, своего прадеда, который участвовал в Великой Отечественной войне, своего дядю, который участвовал в Второй Чеченской, и не было сомнений, но было непонятно, честно. Но был пример перед глазами? Конечно, да. Всегда понимал то, что во мне как-то это было заложено и предками, родителями, отцом. И вот. Сколько вам было на тот момент? Мне было 21 год, когда мне пришла повестка. Первым делом созвонился с дядей и спросил, что такое война. Он мне рассказал, и я начал потихоньку уже внедряться, подготавливаться и брать с собой все необходимое. Родители как отреагировали? Тяжело, честно скажу. Мама не знала. Она узнала об этом, просто отец, когда вообще объявили о частичной мобилизации, я первым делом позвонил отцу и сказал, что если придет повестка на мое имя, подпиши ее вместо меня. Отец говорит: ты уверен? Я говорю: да. Маме язык не поворачивался сказать, было тяжело, мама есть мама. Но так получилось, что вы отправились не только служить в рамках частичной мобилизации, но и ваш отец оказался с вами в одном подразделении. Вот как это произошло? Да, с отцом история вышла такая, то что первое время ему было тяжело, то что я нахожусь там, а он, как он сам при себе говорил, штаны протирает дома. Он не выдержал и решил подписать контракт с Министерством обороны. И в тот момент, когда он подписывал контракт, я договорился со своим командованием, заключил на него отношения, и мы попали с ним в одно подразделение. Но с отцом было тяжело служить. Отец есть отец все равно. А вы его командир были? Да, все верно. Дедовщину устраивали? Нет, но я думаю, отец больше, наверное, включал прям вот папа. Даже вот мы находились на задаче или еще где-то, я докладывал обстановку, что нужно делать. У меня отец мог подойти ко мне, подштанник поднять и сказать, что почему без подштанников или где твоя шапка? Беспокоился, и ведь отцовское сердце не подвело. Вы получили ранение, выполняя боевую задачу, где это было и когда, и, насколько знаю, отец стал тем самым, кто спас вашу жизнь и на себе пронес 5 километров. Да, абсолютно верно. Это было в июле 24 года под Угледаром. При выполнении боевой задачи мы с товарищем удерживали опорный пункт около недели. И когда нам уже командование разрешило откатываться, на обратной дороге я получил тяжелое ранение, потерял правую стопу. Эвакуация была невозможна, было специальное подразделение, но из-за постоянного натиска дронов и артподготовки они не могли пройти. 12 часов вы ждали помощи? Да, абсолютно верно. И пока за мной пришел отец, завалился в блиндаж и первым начал говорить: Тима, ты где, сынок? У меня мысль была, как будто я в детском саду, на секунду, и как будто папа за мной пришел меня забирать. Скажите, как зовут папу? Азат Кусербаев. Удивительный человек, и низкий поклон ему. Это сильно. До сих пор вспоминаю эту историю, каждый раз она, все равно останется в моей памяти. И вот когда шли эти 5 километров, постоянные налеты дронов, и я у отца на спине, мне было, кстати, страшно. Может, уже подготовка и столько времени находиться в зоне СВО опыт, но у меня часто было ощущение, как у нас в Уфе в парке лесоводов, меня отец катал на спине, когда я был маленький, и у меня почему-то проецировалась та же самая картинка. А ведь ваш отец спас не только вашу жизнь, но и жизни товарищей, и в целом он проявил себя как человек мужественный, настоящий герой, каким и должен быть, наверное, отец героя. И, насколько знаю, ему
У него много наград, но одна из самых ближайших, которая ждет вручения официального, торжественного, это... Медаль Суворова, да. Да. Абсолютно верно. Недавно только нам сообщили, что пришла награда. Сейчас ждем уже, договоримся с Кировским военкоматом, когда и как будет награждение. Ваши ощущения, вот как у вас в семье на это отреагировали? Ну, гордость большая вообще за семью. Родственники говорят, фамилию прославили. То есть доблестная фамилия. И, ну, для отца, у меня отец такой, он немножко старой закалки, для него, говорит, главное, что я свою задачу выполнил, ты живой, вернулся домой, я верну тебя домой. Я знаю, что у вас мама собирает гуманитарную помощь. Как маму зовут? Маму зовут Екатерина. Да, мама занимается гуманитарной помощью, она работает в компании, за время службы отправляла 3 раза гумпомощь, совместно и с советским районом, и отдельно от себя, от своей компании. Приходили генераторы, все необходимое от мелких деталей до колес и шин. А еще мама научила вас готовить, и поэтому ваш позывной шеф. Да, вообще путь готовки начался с этого, с обычной помощи, поддержки мамы. Мама работала постоянно. Со скольки лет? С 10 лет я вот начал. Я помню, я первый раз не начал жарить котлеты и готовить борщ. И с этого момента, наверное, проснулась любовь к готовке. Мама, да, поддерживать ее постоянно. И вот я начал изучать. Ну, как не изучать? Как это все давалось просто. Я понимал по картинке, что и как нужно сделать. И блюда сами шли. Я стал су-шефом в японском ресторане в одно время. Любимое ваше блюдо? Борщ. Борщ. Ну, все-таки вернемся к теме СВО. Тяжелое ранение. Как вы сами справились? Что вам помогло? На момент ранения, наверное, сыграл то, что я не придавал этому большому значению. Самая первая мысль, которая была, это все познается в сравнении. И за 2 года, навидавшись многого, я понимал, что все могло закончиться намного хуже. И то, что так случилось, значит, так должно было произойти рано или поздно. И что жизнь продолжается. Жизнь продолжается и не останавливается на этом. Я просто брал себя в руки, и я даже не грустил по поводу этого, а наоборот начал относиться к этому как к какому-то испытанию, которое я должен 100% преодолеть. То есть даже когда я уже лежал в госпитале еще без протеза, после операции, я начинал тренироваться, разрабатывать ногу, чтобы не было атрофии, заниматься постоянно. И общался с бойцами, которые тоже были такие же ранения, как у меня, и со мной был парнишка, 18 лет ему тогда было. И вот он пробовал там 3 недели, получил тяжелое ранение, вот мы начали с ним общаться и поддерживать друг друга. Сейчас вот он мне отправляет фотографии, тоже на протезе бегает, прыгает, наблюдает, он говорит, если ты смог, то я точно смогу. Более того, вы открыли для себя ведь возможности не только, вы продолжаете заниматься спортом, вы начали помогать другим ребятам. Вот расскажите о том, где вы работаете, что это за предприятие такое и какая у вас зона ответственности. Насколько знаю, вы мотивируете других своим примером и находите верные слова. Что это за слова? Да, я работаю в компании Орто Инновации. Мы занимаемся изготовлением протезов и комплектующих для них. И в компании вообще я менеджер по маркетингу. Но поскольку приходят мои боевые товарищи, даже не с теми, с кем я прям служил, но когда видишь бойца, который там был, ему проще подобрать слова, чем подберет слова тот, кто реабилитолог, что-то объяснить, показать. Плюс у меня хоть и нет медицинского образования, но я на своем опыте знаю, как вообще привыкать к протезу и что нужно с ним делать. И мы с ними общаемся уже, там можем и по поводу СВО поговорить, боевые времена, шутки вспомнить. Да и привыкнуть к жизни снова и начать ходить. То есть я с ними начинаю разговаривать, они даже не всегда знают, что у меня тоже протез. Они этого не замечают просто. Ну и ваши слова, наверное, попадают в сердце, когда они об этом узнают. Да, абсолютно. И верно. быстрее. Ну, вы максимально активный, вы победитель, да, всероссийского конкурса «Быть, а не казаться», это конкурс наставников. Вы продолжаете обучение. Где вы учитесь? Сейчас я учусь в авиационном, на социолога. 1-й курс только заканчиваю, сейчас сессия идет. Насколько я знаю, вам нравится учеба. Вообще да. Непривычно опять сесть за парту, снова стать студентом, но учеба есть учеба. Плюс нагрузка в ассоциации ветеранов СВО. Как все успеваете и какие планы на будущее?
Пока на будущее, ближайшие планы, честно скажу, семью хочу. Хочу детей уже быстрее завести. О дочери мечтаю. А ближайшее все с мероприятиями связано. Очень мечтаю уже посетить столько лет, отдать память, побывать в Москве на Параде Победы. Просто посмотреть это вживую и увидеть, как это все происходит, а не только по телевизору. Мечты грандиозные, я желаю, чтобы они сбылись. И не могу не спросить, так как вы сами говорили о том, когда вы получили ранение, это была мощная атака дронов, вот сейчас, можно сказать, боевые действия ведутся, большей части это небо, активное. Борьба идет именно там. И сейчас создаются БПЛА войска. Это отдельный вид подразделения. Как вы к этому относитесь? Что бы могли сказать тем ребятам, которым предстоит подписать контракт? Ну, могу сказать главное, то, что не переживайте и задумайтесь, для чего вы туда идете и с какой целью. И самое главное, вот вернуться живыми и выполнить свой долг, как каждому мужчине. По поводу войска БПЛА, но это очень сильное в наше время войска, которые необходимы просто. У меня товарищи есть, те, кто работают на БПЛА постоянной основе. Без них разведка и боевая поддержка воздуха просто необходимы в данный момент времени. Современная война, современные решения. Слова настоящего мужчины. И не могу не спросить, я понимаю, что оснащение и высокоточное оружие – это большое подспорье, но насколько важнее, когда тебя дома ждут? Это, наверное, самая главная поддержка. То есть бывают такие моменты, когда ты находишься на передовой, и ты нет интернета, нет какой-либо связи. И по своему опыту вспоминая, ты живешь переписками, которые ты, пока тебе никто не может ответить, ты перечитываешь их, смотришь, как ты общался. Письма, СМС. Да, письма, СМС, письма детей, которые со школы приходят. Ты их 300 раз уже ты их читал, но ты их каждый раз читаешь снова и снова. И эмоции также сильные. Такие же. И так как вы сами об этом сказали, в завершение, что для вас значит Парад Победы? Огромная память и сила народа в первую очередь. И наши прадеды, мой прадед, которые участвовали в Великой Отечественной войне, добивались этого очень долго. Теперь эта задача легла на наши плечи. И мы должны дойти к своим целям и выполнить все, как это было раньше. Спасибо вам за вашу силу, за пример мужества. Желаю, чтобы все ваши мечты и цели, и новые свершения, новые победы обязательно осуществились. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Оставайтесь с нами на телеканале БСТ.